Исторический парк «Россия. Моя история» продолжает удивлять новыми решениями. В день национального праздника Эсэх был проведен священный Алгыс, который открыл удивительную мультимедийную выставку «Ар-Саха» якутского художника Светланы Иннокентьевой. Событие проходит в рамках культурной программы 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня наш национальный праздник, День Эсэха. В этот светлый день мы презентуем очень интересный проект молодой художницы Светланы Иннокентьевой. Это проект «Ар-Саха», который реализуется с нашим историческим парком, нашими специалистами, совместно и по инициативе дирекции игр «Дети Азии». Считаем, что вот такие творческие проекты очень важно представлять в нашем историческом парке и показывать вот ту силу нашего молодого поколения, которое уважает, ценит историю, культуру своего народа. Мы желаем Светлане Иннокентьевой больших творческих успехов. Ну и всем нам в этот прекрасный день желаем счастья, мира, благополучия и процветания нашей родной республики и ее прекрасным жителям. Поздравить художницу пришел генеральный директор дирекции игр Михаил Сивцев. Он отметил, что данная выставка станет для всех возможностью ощутить себя частью большой вселенской культуры и единения народов. Это командный проект, это объединение людей, которые делают настоящий праздник для жителей, для участников игр «Дети Азии». С точки зрения такой именно площадки, когда появилась идея, безусловно, мы обратились к Дмитрию Ивановичу, потому что единственная площадка, которая может представить возможность классическую культуру передать с современным подходом, находится здесь, у нас в городе. Команда музея отлично отработала. На мой взгляд, маленькие работы, они сейчас уже демонстрируются на современных экранах. Сопровождение идет и материальными имуществами, которые могут посетители потрогать. И это, конечно, все сделано руками коллектива музея, который принимает эту выставку. Уверен, что в течение вот этого лета, и до конца посетят тысячи людей именно наш музей и поймут, что это музей не просто музей, а еще и площадка, которая предоставляет возможность более современным взглядом, подходами показать нашу культуру, наше видение молодому поколению. Ожившие картины погрузят вас в мир связи человека со Вселенной, заставляя задуматься о своей принадлежности к этому миру. Идея пришла в видениях, на самом деле. Меня ведут как будто. И у нас пришла, а может мы сделаем выставку? А давай, и все, мы придумали, что нужно видео, а где у нас в Якутске такое есть? И вот так вот все пошло. Здесь у нас представлены сами картины, видео, исполнение картин, а также в планшетах есть текстовое объяснение, смыслы картин. А также авторская музыка композитора Моисея Кобякова в моем исполнении музыканта Киджа. Я рисовала всегда с детства, я всегда была творческой личностью, можно сказать. Я рисовала и создавала коллекцию одежды, использовала разные техники и всегда тянулась к творчеству. Но некоторые картины в видении приходят, а остальные картины я беру холст, краски, это как я называю это метод потокового рисования, когда я не знаю, что будет завтра. Вот состояние здесь и сейчас. Мы же всегда все предугадываем, предубеждаем, ожидаем. А здесь ожидания нету, концепции, идей нету. У меня чистый холст, больше ничего, только состояние здесь и сейчас. Сейчас я беру там такую краску, здесь я делаю этот образ. И каждый раз страшно, потому что ты не знаешь, что получится, как и жизнь вся наша, да. И на самом деле это есть состояние, здесь сейчас обычно все говорят об этом. И этот метод очень помогает чувствовать себя
гармоничной, да, и после того, как я начала рисовать, я начала вести мастер-классы по потоковому рисованию, создала как бы свой метод, и хочу дальше его развивать, сделать его уже более как методичным. Сейчас просто я сама веду, потом хочу, чтобы это распространялось, потому что очень помогает в психологическом плане, как бы трансформационное рисование. Погрузитесь в путешествие самопознания и осмысления жизни на выставке Ар-Саха в историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска.